Научная конференция, проводимая объединением абхазского и российских университетов, давно стала традицией для обеих стран. В ней принимают участие ученые из Кубанского технологического университета и других научных учреждений Северного Кавказа. Присутствуют гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее о том, кто посетил мероприятие, а также о поднятых в его рамках темах, рассказали представители Абхазского и Кубанского университетов. Наша кафедра лично работает с Петербургским университетом, как Санкт-Петербургский классический университет, как Санкт-Петербургский аграрный университет, как Российский государственный университет имени Герцена в Петербурге. С такими большими вузами мы работаем и очень плодотворно работаем. С адыгейцами, с адыгейскими учеными, с Институтом гуманитарных исследований Адыгеи и университетом мы здесь представители находятся. Наша научная конференция имеет давнюю историю. Мы собираемся в таком формате уже 7-й год. Это 7-я наша конференция. Она называется «Этнос и культура в эпоху глобализации». Наша конференция имеет междисциплинарный характер, то есть она собирает специалистов в области истории, философии, филологии, социальной психологии, культурологии. И нашей целью является обсуждение не только научных, но и социально-политических вопросов, которые касаются того, как изменяется человеческое сознание в эпоху глобализации, как изменяются политические и социальные отношения, что происходит с человеком в этот период, что происходит с большими общностями, с нацией, с государством, с профессиональными, социальными группами. И какие проблемы возникают в этом процессе, и как мы, как специалисты в области психологии, философии, культурологии, можем помочь людям эти проблемы решить. К сожалению, из-за нестабильной обстановки в мире, в этом году меньше ученых согласилось лично посетить данную конференцию. Но она все еще играет огромную роль для специалистов из Абхазии. Участие в этом мероприятии позволяет им идти в ногу с российскими коллегами, участвуя в развитии научной отрасли. Помимо этого, материалы конференции попадают в РИНЦ, Российский индекс научного цитирования, и публикуются в различных научных изданиях. Прежде всего, какая эффективность этой конференции? Во-первых, не каждый преподаватель сегодня имеет возможность выехать на повышение квалификации. А это для них повышение квалификации, это новая методика, это новые концепции в науке, которые появились, они знакомятся. Вот. И мы ежегодно проводим эту конференцию систематически, уже 9-й раз в этом году, в будущем году будет юбилейный вместе с ними. Но помимо этого, мы материалы этой конференции ежегодно, раньше мы на бумажном варианте издавали в Кубани, а сейчас, значит, в РИНЦе России издаем, забирают, эти материалы отсылаем мы, и они печатаются в РИНЦе. Мы давно сотрудничаем с Абхазским государственным университетом. У нас заключен договор о сотрудничестве. Мы в рамках этого договора у нас как научное, так и такое социальное сотрудничество. И сейчас мы хотим наше сотрудничество продвинуть на новую ступень, чтобы мы решали вместе не только научные, но определенные социальные проблемы, презентационные проблемы. И наша пресс-служба хочет заключить договор с, соответственно, пресс-службой вашего университета, с теми, кто занимается вашими пиар-компаниями, продвижением ваших образовательных услуг, социальных услуг, созданием имиджа университета, с тем, чтобы совместно подготовить определенные программы обмена кадрами, обмена идеями, обмен некими совместными программами, которые позволят не только укрепить наше научное сотрудничество, но и способствуют более позитивному и более продвинутому образу, имиджу наших вузов. В первый день работы научного форума спикеры представили труды, касавшиеся самых разных тем. Бурной дискуссии удостоился доклад, посвященный традиционной ментальности народов мира и вопросам абхазской этнокультурной самобытности. Как-то вы заметили, Апсора – это мнимая система, вот ее нужно превратить в реальность. С этим очень сложно согласиться. Извините, но Апсора существует, пока существует наш этнос. И связь города и деревни у нас традиционная. Нельзя ставить там, понимаете, отрицательные какие-то оценки давать этой связи, потому что кто такие сегодняшние горожане? Это те же самые, которые
личности, это те же самые семьи, которые имеют родные очаги в деревнях. То есть они не мыслят себя без деревни, понимаете? Здесь совершенно другая ментальность, вот, подход совершенно другой, конечно же. В ходе дальнейшего обсуждения была поднята тема роли Апсуара в жизни современного общества. Угасание абхазской деревни, а вместе с ней вместилище традиционных национальных ценностей, распространенность среди молодежи родного языка и, к примеру, аспектов культуры родного этноса, таких как национальные танцы, затронули и законодательную сторону вопроса. Одной из тем обсуждения стало соблюдение закона о государственном языке, букве которого должны следовать, но по факту не следуют представители власти. В будущем, благодаря подобному обсуждению, все эти вопросы могут обрести больше вес на национальном уровне. Международная научная конференция в Абхазском государственном университете продлится до 29 июня. Нестор Инапшба, Торник Амичба, Абаза ТВ.